приехал сюда первый раз на вашу землю, и я очень рад и бесконечно счастлив, что попал вот на вашу землю и увидел таких вот гостеприимных людей. И кроме якутов здесь живут несколько народностей. Вы их объединили под свою общую крышу, и вы заботитесь о них и опекаете их. Они, наверное, рады и счастливы, что вы их держите под своим крылом. Вот. В эти дни я побывал на всех мероприятиях, вот, которые у вас тут проводились. Конечно, мероприятия поставлены, так скажем, на высокий ступень. Вот. Ага. И вчера я был на празднике Бакалдын. Ага. Мне очень понравилось. Ага. И этот праздник тоже так проводятся у нас такие же праздники, как Бакалдын, да? Ну, только такие небольшие разницы. Вот, кормление огня, кормление реки, вот это тоже у нас такие обычаи. Но у вас это вроде как это столбик, что ли, где вот это вот дух держится. У нас такого нету. Я вчера тоже так погладил и подумал, что, может быть, исполнится вот мое желание, чтобы под крышу Якутии Якутия объединила и писателей малочисленных народов Дальнего Востока. Вот я лично сам писал, вот в наш Хабаровский край руководителям всем обращался, чтобы помогли мне создать писательскую организацию коренных народов Преамурья. Но пришел такой ответ, что ну, это вроде как отказ, вроде как, не менее средств. В общем-то, это как вроде как я должен сам это организовать, без их помощи, вроде того, как... Ну, я не знаю, это, может быть, со временем вот эта писательская организация возьмет всех этих вот дальневосточных писателей, которые ну, варятся в собственном соку, вот, безо всякой помощи, поддержки. Вот я на это очень надеюсь, вот, что якутские писатели возьмут вот, на наших вот ребят, которые страдают, варятся в собственном соку. Очень спасибо большое, что пригласили нас, что я находился у вас. Я очень рад, очень доволен. Спасибо.